Мне не надо имя, мне не надо славы, честно скажу. Ну, что я от этого выигрываю? Я единственное, наоборот, ущемленность чувствую какой-то среди населения. Я не могу пойти, я не могу, как вы, пойти в ресторанчик, посидеть там, где-то налево сходить. Ну, не получается. Ну, на самом деле, не получается. Чем дальше Туркменистан изолировался от внешнего мира, тем больше давления мы на себя ощущали. И, конечно, пик всего этого пришелся вот на 2002 год, ноябрь, когда вот это вот колесо закрутилось не только в отношении тех, кого потом обвинили в попытке покушения на президента Ниязова, но и их родных и близких, а также практически очень много людей, просто активных гражданских активистов. Я был осужден, других многих просто вызывали, проводили с ними какие-то разъяснительные беседы, пугали репрессиями, отпускали домой, но вот мне довелось оказаться в следственном изоляторе Министерства национальной безопасности. Следственный изолятор МНБ, когда я там находился, то есть это декабрь 2002 года, апрель 2003, представлял из себя, так скажем, строение где-то в 2,5 этажа. На втором этаже размещались большое количество камер, в том числе наша камера, где я сидел. А внизу уже находились хозяйственные постройки, в том числе душевые, куда нас раз в 10 дней выводили где-то на 10 минут, давали возможность купаться. В принципе, условия содержания в следственном изоляторе МНБ были достаточно хорошими относительно, конечно, других пенитенциарных учреждений Туркменистана. Но камеры, правда, были тесны. Мы втроем жили в камере 2 на 3 метра. И там стояли 3 шконки, кровати металлические. И, в принципе, оставался только узенький проход, где-то полметра шириной и около 2 метров длиной, по которому, так скажем, мы пытались иногда ходить, но когда один ходил, естественно, 2 других должны были так сидеть или вообще лежать на своих кроватях, или сидеть, чтобы их ноги не мешали, так скажем, вот этому человеку, который ходит. Туалета в камере не было, нас выводили 2 раза в сутки, что, в принципе, давалось довольно тяжело. Что касается питания, оно, конечно, было скудным, но в первое время были и мне, и моим сокамерникам разрешены передачи. Родственники приносили, мы, естественно, все это кушали вместе. Потом, через какое-то время, передачи перестали передавать вот именно тем, кто обвинялся в попытке покушения. То есть оба моих сокамерника, они как раз-таки обвинялись в попытке покушения. И рацион, так скажем, у нас ухудшился. То, что приносили мне раз в неделю, естественно, на 3 это было не так много. Но, конечно, с голоду там никто не умирал. На прогулки нас выводили, опять-таки, раз в неделю, но в первый месяц вообще никого не выводили. Это уже в январе стали выводить на 15-20 минут. И вот тогда я почувствовал, и не только я, но и другие, что сильно болит у людей поясница, потому что они просто долгое время не стояли на ногах. Ну, если вспоминать еще такой, ну, я не скажу анекдотический, скорее трагикомические, конечно, воспоминания. И все с этим сталкивались, с которыми я сидел. То есть стоит защелкнуть наручники вам за спину, то есть когда выводили на запрос, естественно, руки за спину, и наручники защелкиваются, тут же начинает чесаться нос, лоб, щеки.
То есть хочется почесать, но руки, так скажем, за спиной, они заняты. И это было всегда. Я не знаю, это связано как-то с нервами или что, но, по моим словам, это вот такое же ощущение испытывали все, вот, с кем мне довелось сидеть. Когда ты находишься в СИЗО, ты изолирован, и нет никакой информации. Естественно, у кого-то были радиоприемники, это все отобрали. Газеты были только туркменские, иногда охрана нам давала. И мы все пытались, вот если кого-то выводили на допрос, или даже иногда некоторых вывозили в прокуратуру генеральную, то есть за пределы вот этого двора МНБ. Всем было интересно, как он ехал, что-то успел увидеть в окно автомобиля. И каждый там где-то мимолетом услышанное слово мы пытались трактовать, что оно может означать для нас, будет ли какое-то смягчение, будет ли что-то, или наоборот ужесточение. Например, в конце декабря нас, как я уже сказал, туалет был только один, и он не был в камере. Нас выводили дважды в сутки. И тогда мы, проходя мимо одной из дверей, впервые увидели, что у одной из камер сторожат два автоматчика. И вот тогда мы поняли, что вот был в конце концов задержан Борис Шейхмурадов. Бывший зампред правительства только 4 дня назад оказался в руках правосудия, но решение уже принято. Оно не противоречит ни одной международной норме, утверждают в Туркмении. И в эфире государственного телевидения страны показывают, как выносился приговор. Что касается пыток, кого-то избивали во время допроса. Меня лично нет. Но вот я имею в виду тех, кто был осужден по событиям 25 ноября 2002 года. Кого-то избивали на допросах, но вот так, чтобы кому-то там, по крайней мере, из тех людей, с кем мне довелось сидеть, только одного человека очень-очень сильно избили. Это молодой парень, Джумаев его фамилия. Но мы с ним недолго были в одной камере. Все обвиняемые признаны врагами народа. Вердикт суда изменен. Не 25 лет, но и не смертная казнь, пожизненное заключение. И теперь так будут караться все предатели Родины. Решение высшего представительного органа власти страны обжалованию не подлежит. Что касается моего дела, суд у меня был отдельный. Он состоялся 3 марта 2003 года. Меня обвиняли в том, что я, участвуя на международной конференции, на которой, по мнению следствия, как раз-таки обсуждались планы по покушению, я не сообщил об этом туркменским властям и туркменским спецслужбам. Конечно, абсурд то, что такие вещи обсуждаются на международных конференциях. Такие вещи, если они происходят, то делается в глубокой тайне, а не официально. Тем более, что на этой конференции она действительно была, но она была посвящена правам человека в Туркменистане. Участвовало очень много людей, около 50, по-моему, в том числе журналисты различных изданий. То есть там никаких секретных вещей, естественно, не обсуждалось. Спецслужбам надо было осудить активиста, который посмел там критиковать Туркменистан, встречаться с кем-то из представителей оппозиции. Я действительно встречался в Москве с Абдыкулиевым, с другими, но не тех людей, которых потом обвинили в попытке покушения, их в Москве в это время не было, я их не знал, я о них узнал только когда оказался вот в следственном изоляторе. Если возвратиться к моему суду, я очень просил, свидетелей не было ни одного, даже со стороны обвинения. Я уже просил свидетелей со стороны обвинения, чтобы задать ему несколько вопросов, но свидетелей не было. В перерыве суда, когда я имел возможность пообщаться с адвокатом, оказывается, он мне сообщил, что накануне приезжал какой-то высокопоставленный чиновник из ОБСЕ, и, в принципе, Ниязов якобы ему обещал, что я буду освобожден, но я должен был признать свою вину.
Вину я не признал, потому что мне не в чем было виниться, я ничего противоправного не совершил. И меня приговорили к 3 годам заключения по той статье, по которой обвиняли. Тогда вот максимальный срок был 3 года. И после этого меня вернули обратно в камеру. Адвоката ко мне не пустили, чтобы мы могли с ним дать апелляцию. Я сам написал заявление, как я умел, передал руководству следственного изолятора. И я не знаю, была ли эта бумага пущена дальше или нет. Но факт, что меня так и держали в следственном изоляторе, никуда не этапировали. И вот 1 апреля 2003 года появился указ президента Ниязова, индивидуальный указ о том, что меня помиловали. На следующий день, вечером 2 апреля, вот тогда как бы моя вот эта эпопея в заключении на этом закончилась. Правда, естественно, у меня были ограничения, я не имел права на работу, я не имел права встречаться с иностранцами, я не имел права выезжать куда-либо. Сегодня днем в столичном дворце Микан собрались сотни тысяч туркменистанцев, движимых одним чувством – заклеймить с позором предателей Родины. Тех людей, которые обвинялись в попытке покушения, над ними суды состоялись в январе. Их обычно возили группами по нескольку человек. И по их рассказам, естественно, не было никаких свидетелей в их защиту. И даже адвокаты, начиная свое выступление, говорили то, что им стыдно защищать таких-то, таких-то людей. То есть это, конечно, это даже, наверное, не суд, а даже судилищем это нельзя назвать. Это некая пародия, может быть, просто на суд. То есть, естественно, никому никакого слова не давали, не оправдываться. Они сидели и слушали. И в зале практически никого не было. Это все снималось на камеру. Потом я слышал, что часть из этих съемок показывали по телевизору как репортаж, но в репортажах вроде показывали, что в зале также сидят люди. Хотя вот по утверждению осужденных по этому делу, с кем мне довелось общаться, там никого в зале не было. После суда оппозиции в стране не осталось, а великому президенту наводить порядок больше никто не мешал. Через пару лет благодушный Туркменбаши объявит в стране повсеместную амнистию. Правда, среди амнистированных не было ни одного, кто был бы осужден по обвинению в перевороте. Мне довелось как раз-таки сидеть с некоторыми из тех людей, кого обвиняли в попытке покушения, кого осудили, в том числе на пожизненные сроки. И могу сказать, что это достаточно были образованные люди, очень хорошо образованные, с большим опытом работы, занимавшиеся достаточно высокие посты, не только я имею в виду в правительстве, но на каких-то региональных должностях, каких-то региональных структурах. То есть, в принципе, это была туркменская интеллигенция. Конечно, сидеть в тюрьме неинтересно, несмотря с кем ты сидишь, но вот именно то, что мне довелось хотя бы в таком месте пообщаться с этими людьми, оставило во мне все-таки глубокий отпечаток. И затем, оказавшись на свободе, я все-таки счел для себя нужным, что я должен, раз уж я оказался на свободе, я должен продолжать свою работу. Может быть, в какой-то мере для того, чтобы помочь или, по крайней мере, попытаться помочь вот тем людям, с которыми я сидел. Я очень надеюсь, что все они живы и здоровы. И очень надеюсь, что в конце концов они окажутся на свободе, рядом со своими близкими. Ведь все эти годы многие из них не имеют возможности даже общаться, не имеют возможности переписываться. И их родные даже не знают, где они, живы они или нет. И эта ситуация для 21 века, мне кажется, абсолютно дикой. Мы считаем, что сейчас, уже по прошествии стольких лет, они должны быть как минимум помилованы. По максимуму, конечно, пересмотр этих уголовных дел был бы очень-очень полезен даже для туркменских властей.
которые бы смогли таким образом доказать свою приверженность демократическим принципам, о которых они так много распространяются. И я все-таки считаю, что эти люди, даже если они, по мнению туркменских властей, виновны, то они уже давно искупили свою вину. Каждый так иногда думает, что да, у меня вон какие войска, вот какой я сильный. А вот мгновение, и человека не стало.